скажу так, вот то действие, которое пытаются навязать 1 июля и назвать его референдум, оно по сути таковым не является. Это не референдум, потому что в референдуме есть свои нормативы, в том числе явка, в том числе более четко выраженные вопросы, да. А то, что сегодня скажем так, глава Центра избиркома Российской Федерации Элла Памфилова, когда заявила, что нужно сегодня идти по тому пути, по которому есть, поправки уже приняты, они уже легитимны, за них проголосовала Госдума, Совет Федерации, ЗАГС Собрание 2/3, 3/4 голосов. То есть придете вы на это действие или не придете, все произойдет так, как в 2014 году. Ходили люди или не ходили, это назвали референдумом и сказали, что народ Крыма выбрал для себя какой-то путь. Я знаю, что мы тогда отслеживали ситуацию. На некоторых участках было, что приходили 2 крымских татарина, на участках было свыше 80% крымских татар проживало. И потом вдруг объявляли о 78% явки. Понятное дело, что это все было выдумки. Так же, как и не было никаких итогов тех действий в 2014 году в разрезе избирательных участков. То же самое, ничего такого не будет. И еще хочу сказать, что, в принципе, тот закон об изменениях в Конституцию Российской Федерации принят Госдумой, принят всеми их органами и подписан президентом. И вот такой вот царский жест, да, как сказали, Путин на этом не остановился и решил услышать голос народа, который не предусмотрен действующей Конституцией Российской Федерации. Не предусмотрен, а зачем тогда ходить на это действие? Мгм. А бюллетень — это вообще шикарная вещь. Если сегодня идет речь о тех изменениях, это несколько огромных страниц, это свыше 10 страниц печатного текста, а в бюллетене будет всего 2 вопроса. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Да или нет? То есть если ты не одобряешь, ты можешь даже вот то, что ты там хотел, какое-то изменение, э, оно не пройдет. И, соответственно, если не одобряешь, то же самое, никаких изменений в ту или иную пользу не будет. Точно так же, как не имеет значения нижний порог. Придет 1,5 человека, проголосует за, значит, будет за. А если нет, то скажут: ребята, мы же сказали, что по Конституции данная форма плебисцита не предусмотрена, поэтому ваше мнение народа это ничего не значит. Мгм. Поэтому дальше говорить о том, кто пойдет, как пойдет, не имеет никакого значения. И о тех подготовках, о тех миллиардах выкинутых средств народных на лечение нет, на медицину нет, на культуру, на образование денег нет, а на вот такой фарс деньги находятся.